нас несколько людей из Америки и местных, которые выступают сегодня. Это чуть-чуть информация для наших alumni, и, как я сказал, это очень хорошая возможность для нетворкинга. Я знаю, что несколько из наших alumni очень активно в бизнесе, правительство, гражданское общество, как журналисты, но мы можем смотреть импакт каждый день. Я сама лично являюсь выпускницей программы Flex. Это школьная программа по обмену. Ездила в 97-98 годах. Для меня этот год в американской школе, в американской семье был переломным, так как я получила возможность узнать американскую культуру поближе. Я встретила очень много друзей. Год вообще расширил мой горизонт и предоставил возможность вообще в целом научиться быть независимым, так скажем, самостоятельным человеком. Я очень благодарна данной программе. Я очень надеюсь, что как можно больше ребят получат такую же возможность, которая была у меня, увидеть Соединенные Штаты, пожить в американской семье, обязательно поучиться в американской школе. Я считаю, что тема очень актуальна и очень интересная. У нас, к сожалению, в Кыргызстане мало площадок для обмена мнениями предпринимателей из различных секторов. Сегодняшние темы по привлечению финансирования стартап-капитала или же тема инноваций, я считаю, эту тему мы еще должны были лет 5-10 тому назад поднимать. Причем поднимать даже, наверное, на государственном уровне и не только обсуждать, а предпринимать какие-то меры. Поэтому, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому это темы, которые, скажем, помогут всему обществу подготовиться не только к будущему, а к сегодняшним реалиям. Благая цель – собрать людей, познакомить друг с другом и, главное, рассказать о тех достижениях, и изменениях, которые произошли с выпускниками этих программ. Я думаю, это очень хорошая платформа для мотивации и для знакомства, для создания профессиональных связей в том числе. Вы знаете, предпринимательство, наверное, это драйвер нашей страны. То есть, если мы посмотрим, откуда идут деньги в бюджет, то это малый и средний бизнес. И я думаю, что как раз-таки ребята, которые являются выпускниками программы государственного департамента, это те ребята, которые не стоят на месте, которые постоянно двигаются, которые постоянно что-то ищут, которые всегда хотят быть лучше. И думаю, именно такие ребята, они могут создавать какие-то ценные вещи и ценные продукты на рынке. Поэтому я считаю, что это круто, когда ты являешься выпускником программы, потому что это говорит о тебе как о человеке, который постоянно ищет новые возможности и покоряет новые вершины. Я участвовала в программе Fortune 500 для лидеров женщин предпринимательства, и хочу сказать, это было в 2010 году. Я хочу сказать, для меня это было очень большим переломным моментом в моей бизнес-карьере, чему я безумно благодарна, потому что там раскрылись совершенно другие горизонты. Я увидела женщин, которые реально управляют миром, и я увидела женщин, которые не просто управляют миром с точки зрения такой, знаете, мускулинного управления, и увидела женщин, которые остаются женщинами, при этом могут приносить и управлять крупными банковскими институтами. Для меня это было просто, знаете, такое открытие, eye-opening было. Это никогда не поздно, и всегда учитесь, всегда развивайтесь и расширяйте горизонты. Это вот такое мое кредо. Презентации панели я просто не могу даже вот сказать в словах, как это вообще здорово. Качество бизнес-проектов, качество тоже презентаций. Второй момент — это, конечно, нетворкинг, то есть это обмен визитками, спрашивать, что вы делаете, и поиск каких-то синергетик — это очень важно.